Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вам нужно узнать до пятницы? Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие и любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Интересно показали ситуацию, прям необычно. Мои хорошие, здесь показана курица, огромная курица, которая, буквально, как сказать, начинает нести яйца, да? Вот ищет место, гнездо, да? Гнездо, где она может сесть и снести яйца. До пятницы вам обязательно нужно узнать, что то дело, которое вы задумали, либо то, что вам пообещали, оно не только реализуется, но и принесет вам большую радость. То есть яйца — это новое. Яйца — это также, как и курица, доход означают. Ваша курица уже ищет, где бы гнездо найти, да, чтобы нести эти яйца. То, что было обещано, либо то, что вами задумано, оно 100% исполнится и очень вас порадует. То есть никому об этом не рассказывайте, конечно, да, чтобы никто не сглазил, но тем не менее информация очень хорошая. И курица, смотрите, она еще так показана, да, как будто бы она слева направо смотрит. Может, вы немножко сомневаетесь, да, думаете, стоит, не стоит, будет, не будет, там, исполнится, не исполнится. Все исполнится, тьфу-тьфу-тьфу. И я так понимаю, что у курицы там не одно яйцо. У нее прям она такая раздутая. Возможно, несколько даже яиц. Но вот вижу, что вы очень порадуетесь, когда это все случится. Очень порадуетесь. Дальше показывают лодку. И эта лодка как будто бы раскачивается. То есть она не плывет, она вот качается. На одном месте стоит и качается. Почему не плывет? Потому что люди в лодке, либо их слишком много, либо они неправильно распределились в этой лодке. Да, вот как все в одну кучку сбились, и из-за этого вот дисбаланс этот произошел. До пятницы вам обязательно нужно навести порядок в каких-то делах, либо как-то правильно распределить задание, распределить работу, ответственность распределить, да, может делегировать какую-то ответственность. Иначе лодка не поплывет, так и будет качаться вверх-вниз, вверх-вниз. И вы застрянете в этой лодке, пока либо кто-то не сойдет на берег, либо пока люди не займут свои места, да, в правильной расстановке, да, должны быть люди. То есть один сидит на корме, другой там сзади, кто-то посередине. То есть не сбиваться в одну кучу. То есть вместе не нужно одним делом заниматься. Либо каждый на своем месте своим занимается, либо вот один человек не может делать за всех. Это просто нереально, да, распределите обязанности. И тогда все будет хорошо. И будет плыть эта лодочка, и поплывет туда, куда надо. К каким-то очень хорошим берегам поплывет. Дальше до пятницы показывают человека в очках. Человек носит очки, может быть, для зрения, может быть, солнцезащитные очки. Этот человек, то, что он вам скажет, он соврет. Это все неправда. Это все ложь, это все выдумка, это все из мира фантазий. Может быть, да, человек, который носит очки для зрения, выглядит солидно, вызывает доверие, но человек скажет неправду. У кого-то отыграется, что человек специально вам это говорит, да, неправду говорит, а у кого-то отыграется, что человек неосознанно говорит. Может, человека тоже обманули, и человек просто передает эту лживую информацию дальше. То есть человеку в очках не верьте. Не верьте. Если человек вам что-то советует, лучше сделайте наоборот, 100% не ошибетесь. Да, очки придают солидность и как-то вызывают доверие. Но на самом деле это неправда, то, что скажет человек, либо посоветует. Либо не делайте, либо сделайте наоборот. Человек либо осознанно врет, либо несознательно, да, просто лживую информацию передает. Дальше показываю двух каких-то мелких собачек.
Они издалека гавкают на вас, но очень вас боятся. Но, с другой стороны, у них такой характер, наверное, да. Есть такие вот собачки, которые не осознают своего размера, и они могут гавкать действительно на крупных собак. Ну вот не страшно, да, вот многие из вас, наверное, видели там маленьких чихуашек, да, которые такие, ух, на больших собак там кидаются, хотя этой собаки большой на один зубок. Но это, скорее всего, какие-то завистницы, которые могут вас критиковать, да? Ну, типа они ваши подруги, либо в вашем кругу общения, но вот они вас недолюбливают. А открыто они, значит, не вступают в конфронтацию, но издалека погавкивают. То есть могут вас критиковать, распекать, что-то, вот, знаете, вину вам ставить, но близко они не подходят, да? Близко боятся, да? Боятся, что им достанется. Ой, не обращайте внимания. Есть же такая поговорка, что собаки лают, а караван идет, да? Вот просто не обращайте внимания. Они из зависти. Вот из зависти их прям рвет на части, и издалека откуда-то будут погавкивать в вашу сторону. Так, показывают мужчину. У мужчины что-то не получается, и мужчина сам себя стесняется. Ну, допустим, да, это ваш мужчина, у него какие-то проблемы на работе, и он такой, блин, я неудачник, ох, почему я такой несчастный, почему мне так не везет. И мужчина, чтобы скрыть свои неудачи, может отстраняться. Либо, ну вот если вы просто встречаетесь, общаетесь, у вас еще нет ничего более серьезного, то мужчина может прям выпасть на пару дней, ему стыдно смотреть в глаза, он понимает, что вы все чувствуете, он знает, что вы, может, мысли умеете читать, что вы начнете расспрашивать, а ему как бы максимально некомфортно признаваться в том, что он несостоятелен, да, в том, что у него что-то не получилось, либо какая-то ошибка произошла, либо его там, не знаю, обманули, либо еще что-то. Он будет отстраняться. У кого-то из девочек отыграется еще такая история, что мужчина может спровоцировать ссору, да, ссору, там, типа мы поссорились, мы не общаемся. И он это сделает специально, чтобы, не дай бог, вы не узнали о том, что он попал в какую-то череду неудач, либо в какие-то проблемы не попал. Так что на мужчину не обижайтесь, ничего там не надумывайте, нет никаких соперниц, и не загулял он у вас, а просто у него проблемы. И ему так стыдно, что он оказался в этих проблемах. Может, он там вам хвастался, что я такой умный, я такой ах, меня там все любят, уважают, на руках носят, а тут опростоволосился. И вот, да, не может смотреть вам в глаза. Будет предпочитать где-то задерживаться, отстраняться. И даже может спровоцировать ссору, вот лишь бы вы ничего не узнали. Глупое, конечно, поведение, но некоторые мужчины так и остаются в душе мальчишками, к сожалению. Не злитесь на него, не обижайтесь, а лучше пожалейте. Это будет самое правильное. И вообще вам нужно с ним поговорить, так и сказать, что ошибиться может каждый. И у каждого могут возникнуть проблемы. И сильная личность проблемы решает и не стыдится своих проблем. Да? А вот слабая личность, наоборот, избегает разговоров о своих проблемах, либо прячет свои проблемы, да, стыдится их. Вот так ему и скажите. Может быть, не говорите прямо в лицо, что вот я знаю, что у тебя проблемы, и ты молчишь, а скажите как будто бы о ком-то. Да? Вот. Может, до него дойдет, и он немножечко начнет меняться в лучшую сторону. Потому что вижу у вас подозрения по поводу его поведения. Конечно, если мужчина отстраняется, если задерживается, что в первую очередь думает женщина? Что разлюбил, что другая появилась. А тут видите, какая ситуация, тут проблемы на самом деле. Стыдные, постыдные проблемы и неудачи. И мужчина вот не хочет падать в ваших глазах, поэтому выбирает именно такой вот путь, скажем так, паутины, да, какого-то тумана. Так, еще какие-то проблемы со связью могут быть. Смотрите, это может быть и связь, и отключение, не знаю, там воды, электричества. Это может быть и телефонная связь, и интернет-связь. Да? Вот какие-то могут быть проблемы, но смотрите, там серьезные причины, почему эти проблемы возникли. Это не потому, что кому-то там какая-то блажь в голову пришла, и человек такой, отключу рубильник. Нет, такого не вижу. Вижу серьезную проблему, скорее всего, какие-то поломки или еще что-то, там аварийные ситуации. И кому-то из вас прям придется конкретно посидеть без связи. Это очень плохо. Я понимаю, что сейчас у нас все, да, вся жизнь в телефоне, да,
протекает. И опять же, у кого-то дети, и надо связываться с детьми, там, проверять, как они, что, со школы пришли, покушали, думали. Да, как бы могут быть такие моменты. Вот. Ничего не поделаешь, я не вижу никаких альтернатив. Но вот как-то так. Несколько часов, ну даже может у кого-то и до суток быть. Это очень плохо, да, я вам сочувствую, но вот такая картинка вышла. Вы как-то договоритесь, наверное, на всякий странный такой случай, несчастный, да, если вдруг такое произойдет, как вы будете поддерживать связь. В общем, как-то вам нужно это все продумать. Но опять же, можно набрать водички, да, заранее. Ну, а со светом, не знаю, свечи, батарейки, фонарики, да, вот проверьте, есть ли у вас, все ли у вас есть. Но вот кого-то предупреждают, что может быть такой момент. Причем этот момент у вас точно до пятницы может произойти. Прям самое такое неожиданное время случиться может. Нехорошо, это все плохо, но что поделаешь, какая-то авария, какая-то серьезная причина может быть. Дальше, мои хорошие, до пятницы вам, ну буквально вот высшие силы вот так делают. Не делай, получишь, да? Так нельзя. Здесь какой-то момент, связанный с риском и с каким-то, вот знаете, поступком наобум. А будь что будет, да? Вот есть же такое, люди такие, а будь что будет. Сделаю, либо пойду. И вот вам так показывают, что типа нельзя. Нельзя, плохо будет, да? Доиграешься. Нельзя рисковать. Нельзя. Это может очень негативно сказаться на вашей жизни и обернуться даже для кого-то большими неприятностями. Если вы что-то рисковое задумали, либо вам предлагают пойти на какой-то риск, кто-то говорит, типа, поверь, сестра, либо поверь мне, брат, я уже так 1000 раз делала, все хорошо, не верьте и не рискуйте. Может быть, да, человек сделал это 1000 раз, а вы первый раз начнете делать и сразу вот прилетит. То есть предупреждаю, что нельзя. И еще, мои хорошие, ни в коем случае не нарушайте. Не нарушайте законы, не нарушайте правила. И вот мне идет, что какие-то дни такие непростые, да, вот четверг, сама пятница, что может прям вот и на старуху проруха быть. Поэтому лучше не надо. Лучше не надо, небеса вас предупреждают. Может быть, со следующей недели можете попробовать, а сейчас нельзя, не стоит оно того. Овчинка выделки не стоит, могут быть прям очень серьезные проблемы. Никто не пугает, вас просто предупреждают. Дальше. Женщина, она от вас чего-то ждет, но стесняется то ли попросить, то ли спросить, но ждет. И знаете, вот мне так показывают, что то ли она вам намекала, то ли какой-то разговор был, и в этом разговоре была затронута для нее очень такая важная, душещипательная тема. Вспоминайте, вспоминайте. Она очень скромный человек, она не станет навязываться, а женщине нужна ваша помощь, либо нужно от вас какое-то действие. Вы недавно говорили, может быть, сегодня, может быть, вчера, может, позавчера. И вот она ждет, что вы как-то отреагируете, либо что-то ей будете предлагать, либо что-то дадите, сделаете. Помощь ей действительно нужна. Сама она не вытягивает, не справляется. А из-за своей вот этой излишней скромности, да, человек может сидеть в своих проблемах и мучаться, да, и никому ни о чем не скажет. Дальше показывают, идет дым. Идет дым. И дым какой-то, знаете, нехороший. Мне не нравится этот дым, запах чего-то горелого. Когда вдыхаешь этот дым, могут быть проблемы. Какое-то раздражение слизистое может пойти. В общем, не вдыхайте дым. Если видите, что где-то кто-то что-то там запалил, старайтесь закрыть все окна, двери и не дышать этим дымом. А если вот где-то вот какое-то предприятие дым выбрасывает, тоже все закрывайте и на улицу лишний раз не выходите. Что-то в этом дыму не так. Может, какие-то вредные элементы, да, либо какие-то аллергены. Может потом быть плохо. И может быть, знаете, такое состояние, как будто бы грипп. Там и тело может болеть, и кости ломить, и вода из носа, да, вот как-то так, горло может опухнуть. Но это именно не простуда, а именно аллергическая реакция на какой-то дым. Да, вот дым не идет. Избегайте, и, может, какую-то маску, да, либо там смачивайте водой тряпочку, как не компресс, а через этот
тряпочку дышите, например, да? Как-то нужно быть осторожней. Так, ей еще показывают какую-то шахматную партию. Здесь нельзя выиграть, да? Тут не будет выигравших. Вот два человека играют, но выиграть не могут друг у друга. Здесь вот четко сложилась ничья. Но люди не хотят это принимать, люди не хотят это осознавать, и каждый со своей стороны борется до конца. Смотрите, эти шахматы, они могут продолжаться просто до бесконечности. Люди будут терять время в этой игре, будут буквально разрывать себе мозг, придумывая новые ходы. Но выиграть нельзя, просто нельзя. Либо это какие-то интеллектуальные баталии, либо какая-то как конкуренция, соревнования, ну, либо попытка утвердиться, да, кто важнее, кто сильнее, кто слабее, кто ничтожней. Смотрите, у вас очень сильный соперник, и вы очень сильный соперник. И чем быстрее вы это поймете, что нельзя выиграть, тем лучше будет для вас двоих. Вам не нужно с друг другом соревноваться, вам лучше с друг другом объединиться против чего-то либо кого-то. Вы очень сильные личности. Таким людям, в принципе, нельзя ссориться, потому что из этих ссор ничего хорошего не выйдет, только лишь плохое может прийти. И чем быстрее... Может, вам предложить мир этому человеку и сказать, что давай как бы мы закончим на ничьей, да? Ни тебе, ни мне. То есть нам не нужно бороться, нам не нужно соперничать. Мы можем просто сосуществовать. И наоборот, пустить нашу энергию и знания в поддержку и помощь друг друга. Возможно, вот этот ваш оппонент, ваш противник и ждет от вас этого. Ну, в силу, опять же, разных обстоятельств предложить вам этого не может. А может, человек надеется, что еще выиграет, да? А может, вы надеетесь, что вы выиграете. Нет, здесь как бы все, ничья. Никто не выиграет, и чем быстрее вы договоритесь, тем будет лучше. Дальше, мои хорошие, буквально у кого-то вот завтра идет встреча с человеком, который о вас сплетничает, который вас осуждает и который буквально других людей против вас подстрекает и настраивает. Человек, которого вы узнаете по цвету лица. Потому что этот человек в вашем присутствии покраснеет, как будто бы это рак, вареный рак. Да? Вот прям такого адского красного цвета будет человек. И без видимой причины. Да? Вот просто вы заходите, видите этого человека, а человек моментально начинает краснеть. Ну, видно, стыдно смотреть вам в глаза. И поэтому у человека такая реакция пойдет. Кстати, тут не только лицо может быть красным, тут еще может там и шея покраснеть, и руки могут покраснеть. Вообще весь как рак красный человек. Реакция на вас. И стыдно, да? Совесть все-таки есть. Клюнет, больно клюнет в голову, это совесть его. И этот человек может оказаться, кстати, и мужчиной. Не только женщины способны на сплетни и подстрекания, но и мужчина может быть. Так что, мои хорошие, именно по цвету лица, по цвету кожи вы узнаете того, кто вас осуждает, кто против вас людей настраивает и подстрекает к вражде с вами. Да? Вот вы этого человека узнаете. Хотя этот человек в вашем присутствии, знаете, прям душечка, да, весь такой шоколадно-мармеладный, расплывается в улыбке, очень доброжелательный, улыбчивый, да, а по факту этот человек занимается гадостью. И вот именно цвет, да, цвет кожи выдаст этого человека. Да, мне идет, что завтра, скорее всего, вы встретите. Дальше, до пятницы вам нужно узнать о том, что что-то будет меняться, причем меняться как в несколько этапов. Вы, скорее всего, ждете какого-то ответа, либо ждете каких-то событий, да, обещанных, например, событий. Но ничего не происходит, вы начинаете нервничать, вы думаете, так, где обещанное, где событие, почему застой, почему надо ждать, почему никто ничего не говорит, почему люди молчат. А потому что перемены будут, изменения, перемены. Что-то, знаете, как меняется, конкретно меняется, и те люди, которые должны вам что-то сказать либо сделать, они уже об этом знают, они готовят это, да, они готовят эти перемены. Дальше, мои хорошие, показывают человека, который к вам спешит. Причем спешит с чем-то. Видите, в руках что-то есть у человека. Бежит в вашу сторону, чтобы вам что-то, не знаю, отдать, принести, подарить, вручить, может быть, даже. Человек в пути, человек в дороге.
может быть, дорога непростая, да, с какими-то приключениями, либо там адрес неточный, либо очень большая загрузка у человека. Но спешит, придет, приедет. Ну, допустим, вы в интернете что-то заказали, а курьера нет. И вы думаете, блин, точно обманули. Нет, не обманули. Просто вот есть какой-то форс-мажор, но человек спешит. Он помнит о вас, либо она помнит о вас. И человек прибудет. Прибудет и принесет то, что должен принести. Даже, возможно, в какое-то время, когда уже, например, никто не приходит, да? Поздно вечером, допустим. Да, ну, вижу, что несет, бежит в вашу сторону. Дальше. До пятницы. До пятницы вас поставят в известность по поводу будущих событий. Будущие события, может, какое-то мероприятие, может быть, люди соберутся по какому-то поводу, а вас поставят перед фактом, что вот в такой-то день, в такое-то время, такой-то дресс-код. Вот, имейте это в виду, вам ни в коем случае нельзя пропустить это мероприятие, может, вас как-то, знаете, совсем поздно предупредят, но у вас все равно будет время на то, чтобы подготовиться. И не обижайтесь, что вас предупредили поздно, потому что на то тоже есть серьезные причины, и эти причины вам тоже озвучат. Никто не хотел вас обидеть, там, скорее всего, какая-то накладка, да, возможно, вам должен был один человек сказать, а он подумал, что вам другой сказал, знаете, бывает такая неразбериха, но, тем не менее, вам нельзя пропустить это мероприятие. Это мероприятие может случиться позже, чем пятница, да, но вам нельзя пропустить. И вас буквально там либо за несколько часов предупреждают, либо за день предупреждают, но нельзя вам пропускать, нельзя. Вам обязательно нужно там быть. А почему это вы узнаете, когда придете на это мероприятие? Вы точно узнаете, точно поймете и сами себе так и скажете: слава Богу, что я пришел, слава Богу, что я пришла. То есть вот настолько даже это важно, да? Смотрите, не пропустите. Обидеть вас никто не хотел, просто какая-то неразбериха. Неразбериха случилась, да. Но главное, что выяснится, и люди вас предупредят, куда, когда, в чем, зачем, почему приходить. Не пропускайте. Это очень и очень важно. И еще вам до пятницы о чем-то нужно вспомнить. Здесь вот показывают вашего ангела, который просит вас о чем-то вспомнить, о чем-то важном. Что-то вы запамятовали, что-то вы забыли, либо что-то подстерлось у вас в памяти. Вы то ли, может, кому-то что-то пообещали, либо вы что-то должны были сделать, что-то оплатить, с кем-то поговорить. Да? Вот вспомни, вы что-то должны вспомнить, о чем вы напрочь позабыли. А ангел предупреждает, да, что вот до пятницы вспомни, не упусти момент, да, иначе могут быть из-за этого какие-то проблемы, либо неприятности, либо какое-то искаженное восприятие. Вспоминайте, вот походите, повспоминайте, либо, как перед сном загадайте, да, что вот пусть приснится то, что я забыла, и то, что мне нужно вспомнить. И ваш ангел во сне вам точно покажет, что вам конкретно нужно вспомнить. Это очень важно. Я не могу сказать, что, но это очень важно, чтобы вы вспомнили. Потому что там, как время, да, нельзя, чтобы было упущено время. И еще показывают встречу с человеком, который очень любит, чтобы ему льстили. Либо, падок на лесть, говорят, да, человек. И человек не оценивает по уму, не оценивает по знаниям, да, ни по этикету, ни почему, но очень любит лесть. И что вот ключ к сердцу этого человека идет через сладкие льстивые слова. В принципе, возможно, вы не любите, да, кому-то льстить, вообще не принимаете такое. Но здесь прям надо хоть немножко польстить,
чтобы сердце этого человека вам открылось. Возможно, этот человек что-то решает, на что-то влияет, либо человек может на что-то повлиять, что-то решить, как-то, знаете, там замолвить словечко, либо еще что-то для вас сделать. То есть делайте над собой усилия, да, придумайте какие-нибудь комплименты, пусть это будут какие-то обтекаемые комплименты, либо отстраненные, там, общего порядка. Не обязательно прям этого человека там расхваливать, расцеловывать. Ну, что-то такое добренькое скажите человеку. От вас точно не убудет, и нет, ваше естество от этого не пострадает, но тем не менее, видите, ключом вы сердце человека для себя откроете. А вам это нужно, для вас это прям архиважно. Вот не забудьте про это. Пару ласковых слов, там, ну, какой-то комплимент, там, вы свежо выглядите, либо у вас глаза красивые, да, ну что-нибудь, девочки, придумайте. Мужчины, кстати, тоже, да, важно. И комплимент это может быть не только для женщины, но и для мужчины. Да, может, это начальник ваш. Скажите, что похудел немножко, да, и он сразу сердце свое вам и откроет, даст вам там премию, либо отгул, и что-то вам даст. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.